Эти поздравления для именинницы Медни Кадыровой, несомненно, самые дорогие. Глава семьи Рамзан Кадыров и самые близкие. Дети, с присущей лишь их возрасту и непосредственностью, от всей души спешат поздравить бесценного в их жизни человека. Импровизированная сцена в роли ведущей праздничного вечера – старшая дочь Айшат. Самые дорогие слова ты сегодня услышишь от нас, твоих дочерей и сыновей. Спасибо тебе за все, родная наша. Мама, мы очень волнуемся. Если что-то не так, ты просто улыбнись. Порадовать мамочку, конечно же, для детей это волнительный и ответственный момент. И вовсе не потому, что мама строгий судья, а самый любимый человек. Оттого и эмоции переполняют. Я сегодня днем рождения маму поздравляю. Крепко я за шею маму обнимаю. Самая красивая мамочка моя, целый день послушным бытия. Родной ты наш, любимый человек, мы возраст твой считаем не годами, а добротой и лаской и теплом. И пусть всегда ты будешь с нами за этим праздничным столом. День рождения, праздник мамочки моей, это самый добрый праздник. Он приходит каждый год. Мама, так тебя люблю, я заявляю прямо. Я большому кораблю дам название мама. Мамочку свою очень я люблю. Всем хочу сказать, за нее готова свою жизнь отдать. Я любимой мамочке принесу букет самых милых и красивых, самых нежных орхидей. Пусть увидит мамочка, как ее люблю я. Все, что мама хочет, сделать я смогу. Маму, в этом слове солнце свет. Лучше слова в мире нет. Мама на земле греет. Мама дарит ласку, дарит смех, здоровья тебе и счастья желаю в твой день рождения. Слушай нашу песенку, мамочка любимая. Слезы умиления на лице мамы вполне понятны. Такое отношение детей не есть ли суть женского счастья. Почитание родителей, а в особенности мамы, богоугодное дело. О роли хранительницы домашнего очага сказано немало, в том числе и в священном Коране. Абу Урайра, радийаллаху анху, рассказывает, что к Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один человек и спросил: «О Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, кто достоин наилучшего обращения?» Он ответил: «Твоя мать». А затем вновь спросил человек: «Твоя мать», ответил Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. А затем спросил сахаба: «Твоя мать», ответил Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. А затем спросил сахаба: «Твой отец», сказал Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. «Каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, аль-джаннату тахта акдамиль уммахат». Сказал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рай находится под ногами у матерей. Потомки религиозных деятелей Кадыровых с молодых ногтей воспитываются в духе истинных мусульман. Родители Рамзан и Медни Кадыровы с большой ответственностью и трепетом относятся к детям. Ахмад, Айла, Адам, будущие хранители священного писания, ученики школы хафизов, уже делают большие успехи в изучении Корана. Дочь Айшат стала победительницей конкурса «Лучше чтить Корана». Хутмат исполняет нашиды. Ее талант религиозного песнопения высоко оценил и известный во всем мире шейх Рашид Мишари Аль-Афаси. Впрочем, каждый из детей глубоко религиозен и изучает Коран. Звучащий сегодня нашид – особенный подарок для достойнейшей из матерей. Религиозное песнопение, стихи, постановки и просто теплые слова пожеланий. Каждый из детей постарался от сердца. Такой семейный вечер, можно сказать, самый дорогой подарок для женщины, матери семейства.
Вечер эмоций и хорошего настроения. Семейная идиллия, опорой которой родители с большой силой воли и безграничным уважением друг к другу. Санета Тутаева, Рузана Веселаева при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.